Последней отправкой призывников в армию завершилась весенняя призывная кампания 2022. По плану военного комиссариата в этом году пополнили ряды вооруженных сил страны 200 солдат-срочников из Ингушетии. Да, 15 июля у нас завершилась призывная кампания весна 2022 года. 21 числа мы съездили в округ, сдали отчет. Задание установлено нам Южным военным округом. Мы выполнили на все 100%. Теперь у нас идет уже подготовительное мероприятие к осеннему призыву. За эту призывную кампанию мы отправили в такие рода войск, как сухопутные войска, военно-морской флот, войска Национальной гвардии, военно-воздушные силы мы отправили от Мурманска до Новочеркасска. Тем не менее, в военкомате на этом работа по призыву не останавливается. Здесь уже начали подготовку к осенней кампании, ведут агитационную работу, разговаривают с молодыми людьми, изучают личные дела потенциальных призывников. До молодых людей доводят и все плюсы службы в армии. Плюсы прохождения службы в армии – это первое, у тебя будет военный билет, да, у тебя будет возможность заключить контракт, да, военнослужащий контрактной службы, у него есть социальный пакет, то есть он через 3 года может квартиру получить, у него достойная зарплата, у него через 20 лет он может уйти на пенсию, да, то есть получать достойную пенсию. Если молодой человек 18 лет, к примеру, уходит в армию, заключает контракт, то 38 лет он уже пенсионер, имеет квартиру и куда-то, если там не хочет дальше служить, да, к примеру, может там куда-то в другое место устроиться. Муниципальные военкомы, участковые проводят агитационную работу и с родителями. В России несколько лет действует приказ Министерства обороны, который запрещает выдачу военного билета мужчинам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. Они получают справку уклониста. По итогам призыва мы передали ряд материалов в следственные органы, они уже дальше будут работать с ними, с уклонистами. Там больше 50 материалов мы передали. Будут возбуждаться уголовные дела, то есть эти ребята или, может быть, их родители создали им большую проблему. Предпочтения призывников с выбором тех или иных родов войск будут учтены. Ингушские призывники в основном предпочитают нести службу в войсках Национальной гвардии и воздушно-десантных. Важно и то, что в военкомате контролируют ход несения службы наших ребят на месте. По округу мы отправляем ашников, так называемых, да, у которых со здоровьем абсолютно все хорошо, категория А. Там другие какие-то округа, рода войск, допустим, ВДВ тоже только ашников можно отправить. Военно-морской флот, ну, если взять, то там можно Б3, Б4 отправлять. То есть призывник приходит в военный комиссариат, проводится медицинская комиссия. По итогам медицинской комиссии ему выставляется категория годности. Если он годник к военной службе, то призывная комиссия его уже распределяет по командам. Ну, учитывая его и желания, естественно, там, допустим, в какую команду он попадет. Либо военно-морской флот, либо сухопутные войска, либо будет это ВНГ там, и другие. В военкомате напоминают, каждый 17-летний гражданин обязан встать на воинский учет. Уклонение от призыва влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.